Столовая питьевая вода чаще всего разлита из водопровода, и производители этого не скрывают. Если внимательно изучить этикетки популярных брендов питьевой воды, можно увидеть надпись «Вода водопроводная высокой степени очистки». Мы проводили проверки в лаборатории. Половина минеральной воды пуста, это обычная водопроводная вода, в нее просто добавили газ. Надзорные органы не проверяют бутилированную воду, которая попадает на рынок, а на производство инспекция приходит лишь раз в 3 года. Некачественная ПЭТ-упаковка загрязняет ее токсинами. Вместе с питьевой водой вы пьете букет из бисфенола А, стирола и сурьмы, утверждает врач-диетолог Мария Мухина. Самую большую опасность представляет вода из кулеров. Это мировая проблема. Для такой воды везде используется многоразовая тара, уверяет Юрий Гончар. Чистота бутылок остается на совести производителей. Кроме того, в воде для кулера искусственно повышен уровень pH. Делается это производителями для того, чтобы соли не выводили кулер из строя. При постоянном потреблении такой воды желудочно-кишечный тракт может стать уязвимым для паразитов. Родители, искренне заботясь о здоровье своих детей, покупают специальную детскую воду в больших бутылках и дают ее даже самым маленьким. Чем может быть опасна вода из кулера, которую мы пьем каждый день? Самая большая проблема воды для кулеров – микробы, потому что вода разливается в так называемую многооборотную тару. Вам привозят воду, вы ее пьете, возвращаете пустую бутылку, ее моют на производстве, снова наливают воду и так много раз. Когда эта посуда используется десятки раз, естественно, что микрофлора туда попадает, на стенках размножается, это моется растворами с определенными дезинфектантами. Но время контакта может быть незначительное, поэтому дезинфектант не успевает полностью обеззаразить стенки посуды. Росконтроль отправил на экспертизу воду известных торговых марок. Результаты шокировали даже специалистов. 8 образцов из 14 не отвечают требованиям безопасности по содержанию микроорганизмов. Причем это превышение норматива очень велико. В 12 раз, в 20 раз, в одном из образцов даже в 100 раз. Если происходит попадание в желудочно-кишечный тракт, может появиться энтерит, который проявляется диареей, может появиться подъем температуры, как проявление этого энтерита. Если снегнойная палочка попадает в глаза, на кожу, в раневые поверхности, куда бы она ни попала, в целом в организме, она может в этом месте вызвать инфекционный процесс. Если происходит генерализация процесса, то есть попадание в кровь и распространение с кровью, в этом случае возникает сепсис. Смертность при сепсисе достигает 30%. При этом надо отметить, что лечение снегнойной палочки очень затруднено, потому что снегнойная палочка, она достаточно живучая. Эксперты говорят, если хотя бы один раз вам попадется зараженная вода, вы заразите и кулер, который потом придется дезинфицировать или менять. Как известно, человек в среднем состоит на 70% из воды, поэтому становится понятным, почему настолько важно пить качественную и чистую воду, так как то, что мы пьем, по сути становится впоследствии нами. Но, к сожалению, в последние десятилетия вода, которая течет в наших трубах, становится все более и более некачественной и непригодной к употреблению. Около 30% поверхностных водоисточников в странах СНГ не соответствуют гигиеническим, бактериологическим и химическим показателям. Мало того, все ГОСТы по нормам содержания металлов завышены, поэтому даже если вода и соответствует нормам, это не значит, что она пригодна для питья. Серьезной проблемой, которая ухудшает качество воды из-под крана, являются водоразводящие сети, ведь от 40 до 70% из них требуют замены. Самая чистая вода буквально в нескольких шагах от очистных сооружений. До нашего крана вода проходит путь в несколько десятков километров. Учитывая то, что этим трубам уже не один десяток лет, они заросли ржавчиной и отложениями различных вредных соединений. И даже если в самом жилом доме трубы новые, вода к этому дому, как правило, идет по старым. Мало того, бывает так, что канализационные водопроводные трубы проложены рядом в одном коробе и не могут прогнить настолько, что водопроводная вода может смешиваться с канализационной со всеми вытекающими последствиями. Также в водопроводной воде слишком много хлористых соединений, которыми пытаются обеззараживать воду.
Некачественная водопроводная вода может приводить к довольно серьезным заболеваниям, таким как заболевания слизистых оболочек, появление прыщей, раздражение, сухость, ранние морщины, выпадение волос, камни в почках и желчном пузыре, гастроэнтерит, гепатит, дизентерия, шистосоматоз и так далее. Список можно продолжать еще долго. Ужасные заболевания можно заработать в том числе из-за не являются переносчиками опасных инфекций. И человек даже не будет подозревать, что большая часть этих болезней может появиться всего лишь из-за некачественной водопроводной воды. И как бы это странно ни звучало, но больше половины вредных веществ, которые поступают в организм человека, берутся из нашей воды из крана. Как видите, ситуация с водопроводной водой остается не самой лучшей. При этом вода является важнейшим компонентом жизнедеятельности человека, и его здоровье существенно зависит от качества воды, которую он пьет. Как же можно максимально устранить многие нежелательные и вредные примеси в воде? Давайте рассмотрим несколько популярных способов очистки. Отстаивание воды – один из простейших методов очистки. Воду наливают из-под крана в стеклянную или эмалированную посуду, дают немного постоять открытой, чтобы улетучилась часть хлора, затем закрывают и оставляют отстаиваться на несколько часов. За это время часть невидимых глазу тяжелых металлов, солей и вредных веществ оседают на дне, поэтому всю воду из емкости выпивать нельзя. Минусы такого способа очистки в том, что вредные вещества из воды все равно никуда не денутся, а только частично в ней также останутся, причем активно начнут размножаться, если отстаивать такую воду дольше положенного времени. Кипячение также очень распространенный метод очистки, если его можно таким назвать. Единственный плюс кипячения в том, что под действием высокой температуры гибнут бактерии, да и то далеко не всем. А если говорить об удалении вредных примесей, то здесь ваш чайник абсолютно бесполезен. Кроме того, содержание остается за счет выпаривания воды и дополнительного реагирования с хлором органических молекул. Есть также и другие способы очистки, такие как очистка серебром, активированным углем, кремнием, забораживание воды и так далее. Однако эти методы имеют сомнительную эффективность. Если говорить об бутилированной воде, то зачастую производители экономят на этапах очистки такой воды, в результате чего реализуемый продукт далек от того, что обещает этикетка. А минеральную воду вообще нельзя часто употреблять, так как в ней содержится большое количество солей, при перенасыщении организма которыми можно также заработать серьезные заболевания. Если же говорить о наиболее эффективном методе очистки воды, то это, конечно же, фильтрация.